Ассаламу алейкум, еще раз, дорогие подписчики. Не забывайте подписаться. Я уже почти год обращаюсь к своим мусульманам. Помогите мне, пожалуйста, с работой, с пропиской. Если это переехать в другой город, никто меня не слышит. Зато, знаете, кто слышит? Аллах слышит мой голос. Он знает, где мне лучше жить, где вот, потому что я обратилась и обращаюсь сейчас тоже. Ради Аллаха, как это, поддерживайте меня, помогите мне. Вот такая ситуация у меня, что нету ничего в жизни человека хуже убийства, правильно? Кто-то боится убийства, да? А я нет. Потому что Аллах, Он им как дал душу, Он забирает мою душу где угодно, как угодно Аллаха. Никому это какой-то человек угодно. Но шайтан иногда, на ушей шайтан же есть. Ой, вдруг он приезжает, тебе как задушит, как это, или стреляет. Не знаю, как это придет ко мне, это мой убийц. Я его не называю, вы уже знаете, кто он, который мне угрожал. И сегодня мне сообщили, что он купил билет на самолет. Сегодня 25 января. Мне сообщили, что он билет купил. Племянница сказала, что еще он не купил. Он купит. А сестренка сказала, что он уже купил. Два разные версии, да? Одна говорит, что еще не купил, купит. Это в ближайшее время приезжает тебе. Как говорят, да? А сестренка говорит, что он купил уже билет. Я говорю, да, пусть приезжает. Приезжает. Какой ужас, какой ничтожество, что это 21 век, что вот это, вот такие люди, которые они ислам как обычай не воспринимают, не как религия. В религия ислам, кто кого убивает, попадет в ад. Да. Если мусульмана убьет, да? Допустим, если меня кто-то хочет убить, если убьет, человек попадет в ад. Не прощает Аллах, убийца Аллах не прощает. Да. Вот так. Я очень как это рада, что вот такая ситуация у меня. Знаете почему? Потому что, может, у меня какое-то качество, которое похоже на пророка, посланника, на этой сподвижника, что такая вот эта ситуация у меня происходит в моей жизни. Я же оратор, я же говорю истину, да, на лицо прямо. Они тоже сказали истину на лицо человека. У меня вот какое-то качество есть, что постава очень много было в моей жизни. Постава, клевета, обвинений. Но убийство – это второй раз. 93-й год, когда они зашли убивать это на квартире, убили моего брата при меня, да, стреляли. Меня не убивали, меня просто изнасиловали. 93-й год, мне было 20 лет. Меня не убивали. Я думаю, что все нас убьют и уходят. Первый раз был. А вот второй раз уже как это тоже. Это у меня в жизни второй раз получается, что убийство. А первый раз было во время войны. У нас гражданская война была, 93 год. В Душанбе, столица Таджикистана. Моего брата при меня стреляли. Одна пуля это в животе, вторая пуля на голову. А меня насиловали. Я была девственницей, не была замужем, уже 20 лет мне было. А вот сейчас я живу в свободной стране, в России, а прямо как говорят, убийц, да? Планирует меня как это убрать. Но Аллах наверху видит, что это мой раб. Я ей дал душ, я ее создал. Когда я хочу, я ее душу заберу, когда момент приходит. А так, мне и смешно, и грешно. Смешно, что никто не сможет у кого-то душу брать, а грешно, что мусульманку хочет и родного тети, как это, убить. Вот это грешно, как говорят. Грех хочет совершить себе. Это не ислам. Это уже наущенный шайтан. Человек
шайтан дружит и такие поступки, преступления потом совершает. Не забывайте ставить лайк, подписаться, поделитесь, пожалуйста, видео, что люди узнали, что 21 век сумасшедший век, что верующий от неверующих как это не отличаем. Да, это поступки, которые вот сейчас против меня. Это, как же я хотела сказать, добавить, что по названию отличается от этого до ислама. Они женщин жертвовали для идола, а это хочет жертвовать мне за правду. Приносить жертву за правду. Вот по названию это отличается. Они были язычники, а это мой это племянник, это мусульман по названию. А по действию, по поступке одинаковые. Они жертвуют женщины для своего идола, а мой племянник хочет принести жертву мне за мое слово, которое я сказала правду. Вот так.